Детская Библия и раскраска направлены на развитие интереса к гагаузскому языку через духовные и культурные ценности, отметил координатор проекта Илья Карасини. Bilirsiniz Bibliya bu dünyanın en önemli kağıdı. O bizim sivilizasiyamızı kurdu, kültürümüzü. Знаете, Библия одна из самых важных книг в мире. Она про нашу цивилизацию, культуру, творчество и обогащает духовные ценности. Она нам нужна, чтобы знать истину о мире и творении. Это нужно знать не только взрослым, но и детям. Поэтому мы перевели Библию на детский лад, где есть и много красивых познавательных картинок. Дети могут читать ее и узнавать больше о Боге. Сегодня также презентуется вот эта раскраска для детей, где есть и короткие рассказы из Библии, и непосредственно раскраски. O boyamak keçi. Orada da var kısacık anlatma, hem şifa varınca boyasın. Основной акцент был сделан на доступность материала для детей, понятный и интересный для семейного чтения, прокомментировал партнер проекта из Германии Яков Крекер. Он считает, что это позволит расширить аудиторию и способствовать развитию родного языка. Я очень рад быть здесь, потому что мы смогли в прошедшем году, так сказать, ответить на желание или на просьбу в том, чтобы помочь в Гагаузии на родном языке издать Божье Слово, как детскую Библию или историю Библии. И также мы год назад разговаривали о том, чтобы издать книжку, разрисовку для детей. И эти два проекта можно было реализовать в 2025 году. Ну и сегодня вам его представить. Особое внимание уделялось срокам реализации проекта. В результате издание было выпущено перед важным религиозным праздником Пасха, отметил директор общественной организации «Лумина ин Ориент» Виталий Пакитко. Мы говорили с Министерством культуры, и была такая идея, что было бы очень хорошо издать новое издание Библии к праздникам. И сейчас вот у нас Пасха у всех, поэтому было бы хорошо, чтобы на родном языке, на гагаузском, вышло новое издание Библии. Издание таких книг также предполагает участие родителей в процессе чтения. Это способствует укреплению семейных традиций и совместного досуга, считают участники презентации. Здесь я смотрю, есть, конечно, рассказы покороче, но я думаю, что для самого младшего школьного возраста сами они навряд ли это почитают. Это надо под руководством взрослых, чтобы вечерами родители нашли, может быть, полчаса, час времени для своих детей. И потом почитать эту книжку. Здесь в близких сюжетах есть некоторые вещи и поучительного характера, воспитательного характера. Поэтому это будет полезно также и для родителей. Elbette ki bu yardım edecek ana dilimiz taze. Конечно, такие выпуски помогут обогатить наш родной язык. Если мы будем знать о Библии на родном языке, то все остальное нам дастся намного легче. Авторы проекта уверены, что подобные инициативы способствуют не только духовному развитию, но и укреплению родного языка. Детская литература играет в этом процессе ключевую роль. Анна Чебанова, Вячеслав Кыса, Ирина Резунец. Новости ГРТ.